Второй и третий дома переулка Майсагова в этом году претерпели существенные преображения. Первым делом обновили штукатурку, затем фасад покрыли декоративной штукатуркой, а в завершение нанесли краску в белых и коричневых оттенках. Также жильцы могут забыть о проблеме водосточной системы. В рамках программы капитального ремонта здесь полностью заменили водосточные трубы. Многоэтажка введена в эксплуатацию порядка 16 лет назад. Один из жильцов, Магомед Гитагазов, переехал сюда более 9 лет назад. Делится, что проблемы с фасадом у этих домов были еще тогда. Жителям пришлось обратиться в региональный фонд капитального ремонта с просьбой ускорить сроки работ. Проведенным ремонтом остались довольны. Месяца 2-3 назад леса привезли, доски, все, и началось. Люди обрадовались. Наконец-таки хоть фасад сделают нормальный. Начали красить, начали белить. Ремонт, Причиной того, что дома раньше времени, а именно на 10 лет подверглись реконструкции, стала неисправная сточная система. Сточные воды стекали с крыши на фасад, разрушали его, вследствие чего отслаивалась штукатурка. А все потому, что не было управляющей компании, соответственно, и своевременного обслуживания. Ни для кого не секрет, капремонт проводится за счет ежегодных взносов собственников жилья. Однако жители этих домов не отличились примерной платежеспособностью и сами это осознают. Фонд капитального ремонта. Сигди акштадын тоду ус долж бакал дес ремонт ахар сеноя хас о даден акчо езжали, значит, и он ремонт угят. Тем не менее, ремонт вам сделали? Не сделали. Фонд капремонта добился выделения денежных средств из республиканского бюджета для проведения фасадных работ в шестиэтажке. Состояние дома, как выяснилось, не терпело отлагательств. Из-за водосточной системы, скорее всего, это первая причина, по которой фасад этого дома был разрушен. Дом пятиэтажный, и если не следить за фасадом, не сделать ремонт фасада, то, возможно, обрушение штукатурки, может пострадать люди, жители этого дома. Также отреконструировали около 3000 квадратных метров дома по адресу Азиева 1. Штукатурка отслаивалась кусками, подвалы были переполнены мусором. Сейчас здесь красуется фасад из керамогранита. Снизу вентилируемый фасад без утепления. Новые водосточные трубы, металлические козырьки, чистые подвалы, огороженные сеткой, чтобы мусор не сбрасывали. Планового ремонта в этом году дождались и малгобекчане. В рамках республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов проделали большой фронт работ в домах 49 и 51 по улице Кождуба. Проведен ремонт инженерных систем, канализации, водоснабжения, отопления, о замене труб жителей и не нарадуются. Все работает в исправном режиме. У нас горячие трубы, пожалуйста. Налажено, все отлично идет. В прошлом году мы фактически не пользовались этим отоплением. Но в этом году после его работы, твоя Штенцаня, пожалуйста, каждый день тепло, уютно, можем отдыхать. А с чем это связано, Магомед? Это было связано с тем, что трубы отопления пришли в негодность, диаметр труб сократился из-за накипи, и тепло сюда не поступало. После этой замены труб мы сделали расчет диаметра труб, чтобы создавалось хоть трубное давление, и тепло поступало во все квартиры. А вот так выглядели подвалы в 49-м и 51-м домах раньше. Заброшенные, неухоженные, переполненные мусором. Сейчас же здесь отштукатурили, покрасили стены, сделали стяжку, заменили трубы. Теперь жители со спокойной душой, не боясь сырости и грязи, могут разместить здесь свои личные вещи. Табахаптымыш кенкиш, хостяшкей, штукатурьей, канализация, ружь, трубашкицей, жохосамдерц кенкиш. Алихан Ахильгов проживает в этом доме более 15 лет. Шутит, что подвал использует сейчас почти как квартиру. И любит здесь частенько проводить время со своими товарищами. Организовали даже настольные игры. Делится, с проведением всех работ и заменой инженерных систем удалось решить ряд серьезных проблем. Мы даже в случае аварии не могли закрыть стояки даже. Эти стояки, чтобы закрыть, надо бывало в 3-4 перехода идти возле автостанции, там перекрыть общую линию, а потом только могли сделать ремонтные работы. Но после этих ремонтных работ, сейчас, которые прошли,
У нас, по крайней мере, вот эта проблема снята. Мы можем запросто перекрыть горячую, холодную воду и заниматься своими ремонтными делами, если вдруг что будет авария. Стоит отметить, для проведения ремонта в этих домах фонду не пришлось привлекать денежные средства, что говорит об образцовой платежной дисциплине жильцов. Стоимость данных работ составила 810 тысяч, по 810 тысяч. И, как я сказал ранее, в Магасе мы чуть согласовали все это с жителями, и с подрядной организацией. От них даже исходило предложение, что можно сделать чуть дешевле, без потери качества выполняемых работ. И в соответствии с этим мы пересмотрели проектно-сметную документацию, и у нас получилось снизить стоимость данных домов. Гарантийный срок у всех реконструируемых домов до 30 лет. Сотрудники фонда напоминают, необходимо дома вовремя обслуживать, проводить текущий ремонт и, конечно, оплачивать коммунальные услуги. Ведь за счет этих взносов на протяжении десятилетий накапливаются средства для плановых ремонтов. Ну а в 2020 году улучшат жилищные условия еще 4 домов в Назрани и Магасе. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.